понятно. Всех приветствую, добро пожаловать. Сегодня мы будем играть с вами в игру Hollow Cocoon. Это хоррор-игра. Если вам нравятся мои прохождения, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И давайте не будем терять времени, начнем новую игру. Поехали. Так, уровень сложности, наверное, лучше, скорее всего, средний. Давайте выберем. Я не буду слишком усложнять для себя. Так, ну у нас там бег, я смотрю, ну понятно, в общем. Будем сейчас от кого-то убегать. Минато. Дзинба Минато. Пожалуйста, проснитесь. Вам звонит ваш отец. Малыш передает вам привет. Алло, пап? Минато, почему ты звонишь в такое время? Кажется, ты разбудил хозяйку. Извини, но дело срочное. Насколько срочное? Твоя бабушка Кину. Звонили из клиники, она потеряла сознание. Я был на работе, поэтому вести дошли до меня с опозданием. До конца не ясно, насколько стабильно ее состояние. Завтра утром нам нужно будет съездить в клинику. Нам? Ты серьезно думаешь, что я поеду после того, как она пропустила мамины похороны? Ей нет до меня никакого дела. Минато, я знаю, что ты не слишком высокого о ней мнения. И понимаю, как ты себя чувствуешь из-за похорон. По тем же причинам и я разорвала связи с Кину более чем 10 лет. Но мы не единственные родственники, что у нее остались. Более того, ты ее единственный кровный родственник. Так что давай встретимся завтра в клинике Ичиносы. Ладно, пап. Interesting. Мы сейчас будем... За нами будет сейчас, наверное, какая-то бабка догоняться. Вы родственники Кину Мияма? Да. Вчера водитель службы доставки обнаружил Кину в саду. Она была доставлена в нашу клинику. По поводу ее состояния, она все еще без сознания. Наше оборудование не позволяет провести комплексную диагностику. Нам удалось ее стабилизировать, но я рекомендую перевести ее в более крупную больницу. Ясно. Благодарю вас, доктор. Минато, отправляйся в дом Кину и передохни там немного. И возьми этот ключ. Кину держала его при себе. А я отвезу ее в больницу побольше, заеду за тобой позже. Так. Ага. И мы сейчас отправимся в ее дом. Знаете, это очень интересно. Если вам тоже интересно, вы знаете, что делать. Вот я и в деревне. Дом Кину должен быть неподалеку. Так, угу. Так, shift бежать, спасибо. Монета, необходимая для игры в аркадный автомат. Аркадный автомат.
У нас есть инвентарь. В инвентаре вы сможете осмотреть предметы и текущий запас здоровья Минато. Некоторые предметы, например, восстанавливающие здоровье и выносливость, также можно использовать из инвентаря. Бабушкин ключ. Ключ от входной двери. Окей. У нас еще есть карта, но ее пока нет. В этой игре нужно попасть 10 йеновой монеты в цель. Может, стоит попробовать? А давайте попробуем. Чё б нет. Управление Ага. Ой. Чем мы занимаемся в хоррор-играх? У нас одна монета осталась. Все. Последняя монета, ребята. Все, мы проиграли. Временно на техобслуживании. Мы получили еще 10 йен. Кстати. Последняя. Самая последняя. Выигрышный билет. Выигрышный билет из автомата передается между файлами сохранений. Ага. Интересно. Прикиньте, как нам повезло. Смотрите, какая красота. Так, а где находится бабушкин дом? На данном участке, включая деревню Ичиносы, планируется строительство плотины. Они строят плотину? Неудивительно, что тут больше никто не живет. Как он хоть выглядит-то, бабушкин дом? Вот для чего нам карта. Мы, походу, здесь будем бегать, короче, по вот этой всей локации. Туда сходи, сюда сходи, наверное. Найди то, найди это. Могила семьи Мияма. Семья Мияма. Значит, это могила маминой семьи, включая дедушку Саичи. То опять монетки нашли.
Чего? Вы видели, да, эту голожопую женщину? И так, знаете, все это так молча, он даже это не комментирует. Акцент на это даже не сделали, я просто случайно увидела. Я вообще даже не думала, что такое может быть. Это даже не скример, а Мияма. О, нашли. Короче, у нас впереди полная жопа. Родители привезли меня сюда, когда умер дедушка. С тех пор я здесь и не появлялся. Думаю, тут мало что изменилось. Прошло уже больше 10 лет. Зачем мне на паузу ставить игру? Ну ладно. Сначала все так красиво. Давайте в последний раз взглянем на эту красоту, чтобы потом очень сильно обосрантус. Ладно, все, пойдемте. Я не знаю, почему я так иду. Я вижу, там фонарик лежал еще. Музыка такая еще успокаивающая. Ну, судя по всему, судя по тому, то, что там ходит гули-женщина, мне уже это все не нравится. Письмо от главы деревни. Уважаемая Кину Мияма, некоторое время назад ко мне поступило обращение. Меня, как главу деревни, попросили вмешаться и убедить вас подчиниться уведомлению о выселении в связи со строительством плотины. Я прекрасно понимаю, насколько это душераздирающее положение. Вас просят покинуть землю, которую ваши предки защищали на протяжении многих поколений. Однако стоит признать, что и я, и жители деревни приняли этот проект очень неохотно, исключительно из крайней необходимости. Учитывая успехи семейного бизнеса Мияма в области шелководства, я уверен, что и на любом новом месте ваше дело будет все так же процветать. Возможно, настало время и вам задуматься о том, чтобы изменить ход своей жизни. И между нами говоря, всегда ходят слухи, что всякий раз, как речь идет о крупных суммах денег, они сопровождаются дурными намерениями. С вашей стороны было бы разумно принять решение как можно скорее. Искренне ваш глава деревни. Выселили бабушку. Так, окей. Бедная бабушка. Папа отдал мне ключ. Ага, так. Вот. А тот, что за ключ? Ну ладно. Я так вымотался. Не спал уже больше суток. Нужно немного отдохнуть до того, как папа за мной заедет. Так, а ты переобулся-то? Ну ладно. Вау, блин. Как же красиво, а? А тут очень темно. Так, опять монетки. Кругом одни монетки. Похоже на алтарь. Давайте зажгем. Чего нет? А что будет? Та тетенька придет? Ну и пусть приходит. Благовоние — это же что-то такое более святое же. Ух ты. Дедушка Саичи умер, упав в колодец. Он был очень мудрым и добрым человеком, и отличным дедушкой. Кину знала, как много он для нас значил. Но при этом не сообщила никому о его смерти, даже моей маме, то есть своей собственной дочери. Когда мама узнала о кончине дедушки, ее охватила сильнейшая депрессия. А после она тоже. Как моя бабушка могла быть настолько бессердечной? Может быть, она что-то скрывает, бабушка? Может, она это во благо сделала?
О, это спина какой-то женщины. Письмо от Мината, написанное в детстве. Моему невероятному дедуле Саичи. «Привет, как у тебя дела? Надеюсь, все супер. Я теперь уже совсем большой и учусь в начальной школе. Хожу туда каждый день, чтобы научиться всякими крутыми штуками, типа чтения и математики. Это весело, но иногда и тяжеловато. Дедуль, у меня есть к тебе большая просьба. Не мог бы ты, пожалуйста, купить мне набор для коллекционирования жуков? А то мама не хочет мне его покупать. Говорит, что жуки — это не игрушки, и мы не должны ловить их или причинять им вред. Но у всех моих друзей уже есть такие наборы, а у меня нет». «Да, дедуля, когда ты еще раз меня навестишь? Я никогда не видел бабушку, и очень хочу, чтобы вы вместе ко мне приехали. Это будет так весело. Знаешь, мне становится немного грустно, когда ты от нас уходишь. Каждый день спрашиваю у мамы, когда ты снова приедешь. Она говорит, что ты живешь далеко, поэтому мы не можем часто встречаться, но я очень хочу снова с тобой увидеться. Пожалуйста, скорее напиши мне, Минат». Это письмо возвращает меня в детство. Я тогда только научился писать. Но в конце концов, он никогда не отвечал на них. Да что ж такое с этим дедушкой? Рисунок, нарисованный Минатом в детстве. Я люблю своего дедушку. Милота. А это не его дедушка? Смешно. Опять монетки. Симулятор нахождения монеток. Воу. Так, понятно. Мы можем тут прятаться. Хорошо. Так. Ух ты, какой сердитый. Бабушкина болеутоляющее. Используете ли в остальном... Ага, все понятно. Нас могут ранить. Так, тут, походу, есть свет. Мне пока не нужен свет. Заказать, написать номер и хранить его под телефонным столиком. Ага. Аптечка, хилка, получается. Так, а вот и фонарик. А, тебе он пока не нужен, да? Ну, мог бы заранее его взять. Что такое-то? Закрыто. Петли заржавели, дверь просто так... Ага, надо будет, наверное, маслом. Еще можем кому-то позвонить. Окей, так. Здесь мы ходили. О, смотрите-ка. Портрет дедушки Саичи. Если бы не тот несчастный случай, он был бы все еще с нами, если бы он не умер. Может, мама была бы жива. А вот это кто? Такая молодая. Или это наша мама? Интересно. Так. Можно включать свет, если что. Это просто наклеечки. А, мы вот здесь не были. Так. Там дверь какая-то. Здесь кухонка, да? Ага. Кухни как будто вы знаете одинаковые в Японии. Так, это график, распорядок дня бабушки. Окей. Посуду. Я опять хочу пить. А, я думала, он посуду будет мыть. Хотя там одна тарелка всего лишь. Эй, воду-то выключи. Вода как бы не это, не бесконечная. Почему меня постоянно так мучает жажда? Водохлеб? О, Господи. Здравствуйте. А что это мы тут лежим? А что ты насчет этого-то ничего не говоришь? Это что, нормально, что ли? А разделывать кто будет? Миллион монеток.
Так, а мы в зеркале не отражаемся, прыгать мы не умеем. Это выход во двор. Так, идем тогда вот эту дверь проверим. Тут что интересно? Тут, наверное, ванна, да? А, нет, типа кладовая. Похоже на стеллаж для шелкопрядов. Папа говорил, что Миямы уже давно не ведут этот бизнес. Может, поэтому Кину и выращивала здесь своих шелкопрядов? Помню, как она рассказывала мне о них в детстве. И это был единственный наш с ней разговор. Она меня пугала. Ладно, опять монетка. Симулятор нахождения монеток. Надо будет так, наверное, назвать серию. О, здесь я смогу отдохнуть. Окей, сейчас сначала осмотримся. Письмо от Юи. Дорогой папа, как ты поживаешь? На днях мы с моим мужем Эйди посетили церемонию поступления Минато. Я испытала дикую гордость, когда наблюдала, как под теплым весенним солнцем наш сын шагает с этим большущим рюкзаком за плечами. Эйди тогда подшутил над Минато, сказав, что он выглядит как огромный рюкзак на ножках, на что я тоже не смогла сдержать улыбку. У него всегда получается рассмешить нас своими шутками. Что касается меня, то у меня все по-прежнему. Чувствую себя намного лучше, когда выпью воды. До сих пор не могу заставить себя рассказать Эйди о моей ситуации. Это изрезает мне сердце. Сколько еще я смогу хранить эту тайну? Я провела множество бессонных ночей в тревожных и пугающих мыслях о том, что произойдет, если он обо всем узнает. Кстати, а как там дела у мамы? Минато нередко умоляет меня увидеться с его бабушкой, а я изо всех сил пытаюсь подобрать правильные слова. Не думаю, что она будет в восторге, если мы к ней приедем. Почему мама так меня не любит? У меня разрывается сердце от одной мысли о том, что остальных членов моей семьи избегают именно из-за меня. Если бы мне только хватило смелости поговорить об этом с ней лично. Прости, что постоянно выплескиваю все это на тебя. Знаю, что мне не стоит лишний раз за тебя беспокоить. Но я просто трус, который полагается на своего отца, и всякий раз, когда я слышу твой голос или читаю твои письма, это дарит мне невероятное душевное спокойствие. Скоро напишу еще, пожалуйста, береги себя. Юи Дзинба. Это письмо мама отправила дедушке. О моей ситуации все больше и больше загадок. Это история со времен, когда я ходила в начальную школу. Ух ты. Ужасы, о которых вы не подозревали. Звонок от Мэри. Страшилка. В моей школе училась одна миленькая популярная девочка. Ее звали Ханака. На день рождения родители подарили ей новую куклу. После этого ей больше не была нужна ее старая любимая кукла Мэри. Ханака выбросила Мэри на помойку. Тем же вечером ей позвонили, а когда она ответила, то услышала: «Привет, это Мэри. Я около мусора». Ханака в ужасе бросила трубку, но вскоре телефон снова зазвонил. Она нервно его подняла и... «Привет, это Мэри. Я у табачного магазина». С каждым звонком Мэри становилась все ближе и ближе к дому Ханака. И потом... «Привет, это Мэри. Я у входной двери». В тот день Ханака пропала без вести. Все? Интересно, слушайте. Блин, прикольно было бы, если сейчас реально телефон зазвонил.
О, тут еще что-то есть. А теперь к прогнозу погоды. Добрый вечер. Сегодня ночью ожидается усиленный западный ветер, вследствие чего температура опустится ниже нормы. На улице будет прохладно. Давайте взглянем на синаптическую карту. Такое атмосферное давление характерно для зимы с высокими показателями на западе, и за исключением Хоккайдо со стороны Японского моря ожидается значительная облачность и продолжительный дождь. Со стороны Тихого океана, напротив, в основном ожидается ясная погода. А теперь перейдем к региону Канто. В целом ожидается малооблачная погода, но в некоторых районах возможны ночные проливные дожди и грозы. Завтра днем жителей Канто ожидает ясное небо, а вот вечером и ночью также вероятны дожди и грозы. Спасибо за внимание. С вами была специальная студия телеканала Ичиносе ТВ. ТВ. Я думала, что страшное будет, ладно. О. С любовью к тайнам и чудесам этого мира. Ноябрьский номер «Оккульт Монфли» уже в продаже. Так, тут ничего. Вау. Я еще никогда так долго не залипала в телевизор в игре. Так, ну вроде все мы посмотрели, ладно. Пока ничего интересного. Так, это выход в коридор у нас. А здесь что? Так, здесь у нас комнатка. Ответ Саичи на письмо от Минато, написанное в детстве. «Дорогой Минато, благодарю тебя за письмо. Я был так удивлен, когда увидел, что ты сам его написал. Ты проделал отличную работу, дедушка это очень ценит. Так значит, мама не хочет покупать тебе набор для коллекционирования жуков. Знаешь, в своей молодости я коллекционировал бабочек, но однажды кое-кто попросил меня не причинять им вреда. Именно тогда я и прекратил этим заниматься. Вместо этого я решил просто наблюдать за ними, позволяя им и дальше оставаться прекрасной частью природы. Я не смогу купить тебе набор для коллекционирования жуков, но как насчет кое-чего другого? Когда наступит лето, я отвезу тебя туда, где полно бабочек и стрекоз. Бабушка обычно занята работой по дому, так что она не сможет к нам присоединиться. Но я предлагаю тебе повеселиться вместе, только ты и твой дедушка. Всякий раз, когда мы прощаемся, мне тоже становится немного грустно. Но перед тем, как ты уйдешь, в следующий раз я хорошенько поглажу тебя по голове и прошепчу одно волшебное заклинание, чтобы ты оставался счастлив до нашей следующей встречи. Всегда буду скучать по тебе, но мне еще нужно помочь бабушке с кое-какими делами. Так что прошу, веди себя хорошо и слушай, что тебе говорят. Обещаю, мы увидимся этим летом. Твой дедушка». Так, окей, дедушка. Так ты правда ответил? Но перед тем, как отправить, ты... Какой-то был странный звук. Так, можно спрятаться, если что. Комод заперт. Так, сюда нужен ключ. Немного уже становится жутковатенько, знаете. Что-то такой дом огромный, жесть просто. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Наверное, здесь закрыто, мне кажется. Да, тут, наверное, нужен код. Ага, кодовый замок. Раньше меня никогда не пускали в эту комнату. Интересно, почему?
что-то там скрывается за той комнатой. Так, никто не стоит, не смотрит на нас. Как же здесь много комнат. Кажется, там в трубе что-то есть. Ага, можно что-то достать оттуда. Хорошо. Столько всего. И монетки по всему дому. Так, а это что за дверь? Так, ложка. Вау. Это что-то по типу сохранения? Жутковатый талисман. Теперь, когда я думаю об этом, когда я приходил сюда в детстве, то замечал, что от одного только взгляда на этот талисман маме становилось плохо. Очень плохо. Интересно, почему? Когда я смотрю на талисман, мне становится... Да, я была права, это сохранение. Окей. Сохранились. Как в Silent Hill. Помните, наверное, да? Так же, как в Silent Hill. Так, ну, в общем, мы уже везде осмотрелись. Двери везде у нас открыты. Значит, мы закончили осмотр дома. Будем, наверное, отдыхать. Отдохнуть до наступления ночи. Давайте отдохнем. Ух ты. Бабушка. Бабушка Кину. А что это такое? Это шелкопряд. Их нужно выращивать с особой осторожностью. Шелкопрядов следует держать в теплом помещении и подкармливать большим количеством листьев шелковицы. Как только они сплетают свои чудесные коконы, мы варим их заживо и забираем сам шелк. Тебе их жалко? Жесть. Даже если они и смогут покинуть кокон, у них нет ни рта, ни возможности летать. Они просто откладывают яйца и умирают. Именно люди виноваты в том, что они стали такими. Причем тут люди? Ладно. О, это мои любимые цветы. Мама. Мама, не бросай меня! Минато. Класс. Поздняя реакция. Всего лишь сон. Мама не снилась мне уже очень давно. Нифига себе, он там уснул. Уже стемнело. Лучше включить свет. Да уж.
толку-то, конечно, от этого света. Жутковато освещает. Так, а куда нам? Ух ты, там курица, оказывается. Только сейчас заметила. А если я везде включу? Доносится со стороны входной двери. Пап, это ты? Ой, я думаю, это свет входной двери. Здесь, что ли? Папа? Опять курица. Какого черта? Алло? Минато, это твой отец. Ах, это ты, пап. Ты сейчас где? Когда заедешь? Прости, но мне кажется, сегодня не выйдет. Я сейчас в центральной больнице, похоже, тут довольно сложная ситуация. Мне нужно поговорить с полицией. С полицией? Зачем? Обморок Кину может быть вовсе не несчастным случаем или следствием болезни. Врачи обнаружили признаки удушения на ее шее. Так значит, кто-то напал на нее? До конца пока неизвестно. Но лучше не делать поспешных выводов. Минато, ты справишься там один? Конечно, я ведь уже не ребенок. Вот и славно. Береги себя. И ты себя. Доброй ночи, пап. Так хочется пить. Вроде на кухне была вода. А давай возьмем фонарик. Тут же лежал фонарик. Да почему ты его не берешь? Что, реально надо везде будет ходить и включать свет? Блин, непонятно вот так вот, конечно. Так, а где кухня у нас? А, вот здесь. Ну, пей. Ну, это нормально, то, что воду постоянно пьешь. Что это было? Да, соседи, наверное, шалят. Ох, так, ладно. А что мне делать? Здоров. Фу-фу-фу. Так. Ничего пока не понятно, что делать. Да ну елки-палки, блин, опять курица сдохла. Кто-то убивает намеренно курицу.
А, нет, туда нужен ключ. Может, ты скажешь что-нибудь, что делать, чел? Не молчи, пожалуйста, говори со мной. Я же вроде закрывала дверь. Так, свет. Я даже не думала, что в Японии есть такой свет. То вечно это темно в таких страшилках. Блядь. Эта девушка так похожа на маму. Но это не она, что ли? А кто это тогда? Так, а где здесь свет? Может, сюда надо? Интересно, тут ничего нет. Так, ага, я тут специально это все закрыла и ушла отсюда потом. О. Может, нам надо выйти на улицу, там, где вот эта курица сдохла? Ну, пойдемте выйдем. А что делать? Мы же не ходили, кстати, там на улице. О, он сам идет, кстати. Любят же японцы этих длинноволосых женщин. Давай ты сам добежишь, да, и спрячешься. Что это вообще было? А, ну, конечно. Нужно найти фонарик и обратиться за помощью. Минато не способен себя защитить. Крайне важно любой ценой избегать обнаружения. Бег является более быстрым способом передвижения, однако он расходует выносливость на определенных сложностях. Если выносливость Минато закончится, он не сможет бегать в течение некоторого времени. Во время скрытного передвижения Минато занимает более низкую позицию, что позволяет уменьшить громкость шагов, из-за чего противникам сложнее его услышать. Если противнику удалось обнаружить Минато, ему необходимо как можно скорее убежать и спрятаться. Минато может забираться в некоторые места, например, в шкафы. Чтобы спрятаться, такие места будут обозначены специальным значком. Наклоняйтесь влево или вправо и оглядывайтесь назад, чтобы осмотреть окружение. Ну, спасибо, блин. Так,
И здесь был фонарик. А, нам дают еще сбежать? Да иди в жопу, блин. Женщина. О, понятно. А, лол. Она не сразу убивает. Окей, понятно. В принципе, это не так страшно, наверное. Ну, зато мы увидели, кто у нас враг. Сейчас будем искать фонарик. Только в этой, конечно, кромешной темноте фиг поймешь, где этот фонарик. Вот почему ты его заранее не взял? Ну, ясень пень же, что он тебе потом когда-нибудь пригодится. А, вон она сидит. Нужно кому-то позвонить. Если б я еще хорошо знала этот дом, надо было его выучить. Для вызова полиции набрать 110. Ну же, ну же. Быстрей. Да? Алло. Помогай. Да, бля. Вот черт, она не открывается. Да иди ты в жопу, женщина. А. Ай, блин. Ой. Да мы застряли. Ой. Ладно, все. Так, что нам делать тогда?
Ну, в принципе, от нее скрыться можно, если что. Главное, это просто не шуметь сильно. Ой. Так, ну долго все равно в шкафу не посидишь. Что-то надо действовать. Давайте еще раз отсюда выйдем. Закрыто с другой стороны. Хорошо. Это очень важное число. Пожалуйста, не забудьте его. Похоже на то, что здесь было записано какое-то число, но теперь эта страница вырвана. На бумаге остались слабые следы. Так. Кстати, вот этот ключ, может быть, это от какого-то шкафчика у нас. Который был закрыт. Она на улицу вышла. Это хорошо. А где у нас было сохранение? Вспомнить бы еще. Опачки. Вот сохранение. Так, давайте сохранимся. И продолжим, наверное, уже в следующей серии.
Так что, если вам понравилось, если вы ждете, чтобы я дальше вот этого всего пугалась и так далее, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Вот, увидимся уже в следующей серии, в следующей части. Всем пока-пока!